Решение об открытии дополнительных постов скорой медицинской помощи было принято в ходе совещания в администрации президента летом 2022 года. Инициативу Министерства здравоохранения поддержало руководство страны. В течение года проводился поиск подходящих модулей и машин, обсуждалась локация будущих постов. Окончательно определились в ходе выездного совещания руководители профильных ведомств. Первым местом дислокации выбрали контрольно-пропускной пункт милиции Мюсера. На данном участке от КП Мюсера до Гудауты у нас прослеживается ряд аварийных мест, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. И также от КП Мюсера до города Гагры у нас тоже есть аварийно опасные участки. Это позволит нам минимизировать время прибытия скорой помощи, использовать правило золотого часа, когда людям наиболее необходима медицинская помощь. Министр здравоохранения Эдуард Будба осмотрел имеющиеся на КППМ помещения, которые предполагалось задействовать для последующего оснащения их медицинским оборудованием. Однако имеющиеся помещения не отвечают необходимым требованиям. В этой связи принято решение о возведении полноценного модуля. Он будет располагаться непосредственно вблизи здания пункта милиции. Планируется в будущем, наверное, поставить здесь модуль скорой медицинской помощи, где будет укомплектованная бригада оператор, водитель, медицинская сестра, фельдшер. И при необходимости машина может выдвигаться и в сторону Гагрского района, и в сторону Гудаутского района. Вот этот сегмент плечом может быть закрыто в радиусе 30-40 километров. Это спасет десятки жизней наших граждан и людей, которые сюда приезжают к нам в республику. Оперативное реагирование в случае дорожно-транспортного происшествия, квалифицированная и своевременная медицинская помощь – лишь часть плюсов от открытия подобного модуля, отмечает замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа. Мы полностью поддерживаем инициативу Министерства здравоохранения. Данная инициатива и развертывание пункта скорой медицинской помощи на территории КП Мюсера позволит более оперативно реагировать на дорожно-транспортные происшествия, оказывать скорую медицинскую помощь пострадавшим, водителям. Это позволит сохранить жизни наших граждан и граждан, приезжающих на территорию нашей страны для отдыха. Еще один незащищенный участок, на котором принято решение усилить оказание медицинской помощи – Рицинский реликтовый национальный парк. Сюда приехали для того, чтобы подняться на озеро Рица, там есть медицинский пункт, правильно? Да. Вот, но нету транспорта, который привезет пациента при необходимости в лечебное учреждение. Должно это автотранспортное средство, скорая медицинская помощь подъехать или с Гагрской больницы подняться на Рицу, правильно, или с Гудауты. Гагрская больница обслуживает территорию до Голубого озера, а Гудаутская выше Голубого озера и вплоть до самого озера Рица. Правильно? Вот эта вся логистика, она чуть сложная, учитывая пробки, учитывая то, что в пик курортного сезона очень много людей там находится. Погибает у нас до 60 человек в среднем. Это из-за болевого шока, из-за неквалифицированной медицинской помощи. Когда проезжающие начинают сразу вытаскивать, это категорически запрещено, потому что может шейные позвонки какие-то быть повреждены, это летальный исход моментальный. Большой и острой необходимостью назвал решение об установлении машины скорой медицинской помощи на территории Рицинского парка его директор Адамур Багателия. Дежурная машина, чтобы там находилась. Почему-то этот вопрос тянулся, наверное, вот этой даты ждал вопрос. Поднимемся туда, посмотрим, на каких условиях мы работаем. В административном здании Рицинского заповедника имеется полноценный медпункт. Круглосуточно дежурит медсестра. В ее распоряжении все необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи. Антисептики, жгут для фиксации сосудов при кровотечении, средства перевязки, обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитики. Однако в случае серьезных травм, проявлений хронических заболеваний пациентам могут помочь только в больнице. В среднем до ближайшего медучреждения от локации озера Рица более 40 километров. Это более часа езды, а с учетом летнего потока туристов и загруженности трассы порой более 2 часов. Таким запасом времени чаще всего получивший повреждения гражданин не располагает. Но если происходят вызовы, конечно, они вызывают машины из Гудауты, из Гагры, сюда поднимаются кареты скорой медицинской помощи, но на это нужно время. Пик сезона, как правило, до 1,5 часов занимает время, когда машина приедет за пациентом, и также обратный путь тоже занимает определенное количество времени. Поэтому решено, наверное, будет
передать во временное пользование на курортный сезон автомобиль скорой медицинской помощи. Будет он здесь припаркован. Это значительно уменьшит сроки доставки пациентов в лечебные учреждения, если таковые нуждаются. Золотой час, травматический шок, все необходимые мероприятия, которые должны проводиться на догоспитальном этапе, и шинировать пациентов и правильно их обезболивать, и созваниваться с лечебным учреждением, при необходимости готовить операционные. То, что мы говорили, все это должно работать оперативно. По итогам совещания принято решение открыть модульный пункт скорой медицинской помощи на КППМ Мюсера, установить на период летнего курортного сезона машину скорой помощи на территории Рицинского парка и на республиканской трассе Псоунгур в селе Тамыш Ачимчирского района.